О, привет, друзья. Извините, мне сейчас некогда, я решаю одну архиважную задачу. Вот супер задачу прям сложнее нет. Если я из этих кубиков соберу слово «вечность», то во всей Якутии, да что там Якутии, во всей России наступит мир и всеобщее благоденствие. Вот я, кажется, уже почти понял, как это надо сделать. Вот ответ у меня уже в голове. Сейчас я вот минуту, одну, буквально. Так. Да блин! И я должен сложить из этих льдинок слово «вечность». Зачем? Так велела мне королева. Если я сложу слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу. Так, кажется, у меня почти получается. Кажется, вот почти уже. Раз, два, три, четыре. Да блин, ну сколько можно? Ладно, с этим разберусь потом. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем передачу «Говорящие головы». Вы извините за вот это вот все, но просто это реально очень важная задача. Вот ровно тем же самым сегодня у нас занимается Егор Афанасьевич Борисов, глава республики. Только у него вместо кубиков заместитель председателя правительства, министры и так далее. И вот он их вот так же переставляет, мешает, пытаясь получить в результате идеальный кабинет министров. Настолько точный, настолько сбалансированный, настолько хороший, что он совершенно вот с гарантией 100% поведет нас в светлое будущее. С решением этой логической задачи есть ровно одна проблема. Маленькая такая проблема. Собирать слово «вечность», имея в наборе кубики только с буквами «Ж», «О», «П», ну и так далее, очень сложно, невероятно сложно. Но когда отцов республики останавливали нерешаемые задачи? Мы должны совершенствоваться, мы не можем стоять на одном месте. На этой неделе будут приняты кадровые решения. Следующим этапом станет совмещение отдельными заместителями председателей правительства функций министров. Эти слова наш глава республики произносил в 2016 году, когда он проводил очередной административный эксперимент и вводил так называемые двойные должности. Ну, например, зампред правительства-министр сельского хозяйства. Или первый зампред правительства-министр экономики. Что происходит сегодня? Сегодня у нас глава Якутии назначает отдельно министра экономики и отдельно министра сельского хозяйства. Но при этом зампреды остаются. Ну, то есть 2 года экспериментов показали, что вот с этими двойными должностями получилась очередная АПОШ. И опять надо вот снова переставлять те кубики, пытаясь добиться совершенства. Но может быть на этот раз-то у него получится. Друзья, вот эта газета. Когда мы не готовим очередной выпуск «Говорящих голов», то я пишу в нее разные интересные материалы. Так вот, в последнем номере я задался целью посчитать, сколько раз Егор Афанасьевич переставлял свои кубики за последнее время. Я взял период с 1 января 2016 года по текущий день, то есть 27 месяцев получилось, 2 года с небольшим. Так вот, за 27 месяцев глава республики произвел более 30 крупных кадровых перестановок. И когда я говорю крупные кадровые перестановки, я подразумеваю уровень министров, заместителей председателя правительства или председателей государственных комитетов. 30 кадровых перестановок за 27 месяцев. То есть один министр в среднем менялся раз в месяц. Я, честно говоря, не понимаю, как люди там успевают работать. Какое там развитие республики, когда надо только успевать запоминать фамилии новых начальников, менять таблички на дверях и секретарш в приемных? Ну, в общем, почитайте, здесь все выкладки, фамилии, кто когда пришел, кто когда ушел. Будет интересно. Миссии, которые невыполнимы, наши лидеры ставят перед собой вообще очень часто. Вот, например, сенатор от Якутии, бывший президент Вячеслав Штыров, взялся решать задачу, которая мне лично кажется совершенно неподъемной. Он решил спасти русский язык от канцеляритов и англицизмов. Если учесть, что канцеляризмы и англицизмы – это та мова, на которой разговаривают государственные чиновники всех уровней, то просто mission impossible, реально. Тем не менее, сенатор Штыров уверен, что это можно сделать, если проконтролировать то, как соблюдается в стране закон о русском языке. Закона о русском языке на самом деле нет. Есть закон, федеральный закон о государственном языке, которым признается русский. Ну, это так, к слову. Русский язык в большой опасности, и мы все с этим сталкиваемся. Вот министры выступали. Их можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные англицизмы и так далее. Потому что закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквиваленты, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова. Понимаете? В этой связи предлагаю рекомендовать правительству Российской Федерации назначить орган, уполномоченный контролировать выполнение закона о русском языке. Павел Анатольевич, вы же тоже государев муж? Да, не министр, но сенатор, а это уже дорого стоит. Так вот, лексика, эквивалент, рекомендации. Ну, в общем, извините, но с вас 3 миллиона. Вот видите, я же говорю, люди берутся за невыполнимые задачи, готовы идти на все ради нас с вами.
На бабло готовы попадать. Бабло гони! Помните, в прошлом выпуске «Говорящих голов» я рассказывал вам про бюджет, про проблемы с ним, про государственный долг и так далее. Так вот, благодаря Вячеславу Анатольевичу Штырову я теперь знаю, где взять денег, чтобы закрыть все проблемы республики. Вот просто взять и получить охрененную тучу бабла. Вообще все проблемы решим, все дыры закроем, все долги раздадим, еще останется куча денег, чтобы просто так людям раздать. Знаете как? Надо просто послушать выступление нашего нового министра экономики Дениса Белозерова. Давайте послушаем. Направления развития конкуренции должны быть выбраны с учетом стратегических задач развития региона, могут быть направлены как на достижение конечных результатов, так и на создание условий и предпосылок для развития так называемых точек роста. Реализация мероприятий стандарта может стать инструментом развития местного производства. Вы что-нибудь поняли? Направление развития реализации конкуренции... Да блин. Ребят, дайте перебивку. Да что ты, черт побери, такое несешь? Короче, что именно пытался нам сказать министр экономики, я, если честно, так и не понял. И сомневаюсь, что нормальный человек вообще может пробраться сквозь эту словесную шелуху. Но если верить Вячеславу Анатольевичу Штырову, то за минуту он где-то 1,5 миллиона, наверное, наговорил. А если мы возьмем заседание правительства, которое длится 1 час? 1,5 миллиарда минимум. А если возьмем сессию Ултумена, которая длится сутки, иногда даже 2? Все, никаких проблем с бюджетом. Штрафуем министров и депутатов, закрываем все дыры. И никаких алмазов в Якутии не надо. Заживем. Кстати, министр Белозеров, он из новых кубиков Егора Борисова. А эти слова он произносил на встрече с представителями муниципальных образований. И вот представим, идет эта встреча. В зале сидят мужики, которые приехали из дальних сел, из маленьких весей, из наследников республики. И вот сидят они, люди, у которых все муниципальное образование, это 100-150 дворов, на которые приходится 1,5 магазина, где главный источник доходов населения – это зарплата в сельском клубе или пенсия дедушки с бабушкой. И министр экономики им что-то чешет про развитие стандартов конкуренции. Мне кажется иногда, что они даже не кубики, они просто инопланетяне какие-то. Кстати, а что касается инопланетян, то они в Якутии есть. И вот вам мнение опытного уфолога. Анализируя сегодняшние выборы, приходится удивляться новому явлению, проявившемуся во время выборов президента России. Ранее такого не наблюдалось. Так, в зале борьбы в общежитии по улице Каландарашвили, где проживают только студенты, к 846 голосующим студентам были приписаны 104 избирателей широких просторов нашей страны. Даже из Санкт-Петербурга явно не студенты, да и не являющиеся приглашенными в университет специалистами. Этика избирателя требует ответственного поведения и политической активности. И здесь, как понимаем, у пришельцев активность имеется. А ответственность? Что? Точно, да? Уверены? Ну хорошо. Извините, меня тут поправляют. Оказывается, это не уфолог. Это депутат Ултумен, ректор Северо-Восточного федерального университета СВФУ Евгения Михайлова. Она замечательна тем, что на всех крупных выборах обязательно присутствует в качестве одного из руководителей штабов кандидатов от власти. И есть народная примета. Если Евгения Михайловна находится в штабе, значит 100% за этого кандидата будут топить студенты. Ну, знаете, такая студенческая любовь, передаваемая административным путем. Так вот, в спиче с пришельцами меня смутило только одно. Я вдруг вспомнил 2012 год. Это был год выборов в мэра города Якутска. Охотница на пришельцев Евгения Михайлова в этот момент состояла в штабе Айсена Николаева. И все было бы хорошо, но с передачей традиционной студенческой любви к кандидату возникли проблемы. Дело в том, что на тот момент в республике действовал закон, республиканский закон, по которому иногородние студенты не могли голосовать на выборах мэра города Якутска. Ну, по той простой причине, что они не являются жителями города Якутска. То есть в терминологии Евгении Исаевны являются пришельцами. Однако этих пришельцев было так много, их любовь была так велика, что эту задачу пришлось решать, и ее решили. Юристы СВФУ дошли до Конституционного суда республики, закон был отменен, и в городе Якутске единомоментно появилось от 12 до 15 тысяч новых избирателей. They're nothing but hideous space reptiles. Евгения Исаевна, что там было про ответственность? Ну да ладно, проехали. С другой стороны, вот если здраво рассудить, ну в самом деле, а кто еще должен заботиться о подрастающем поколении, как не уфолог, депутат? Кто научит житейской мудрости? Кто даст совет? Кто объяснит, как любить родину правильно, а не в извращенных позах? Только депутат. Вот депутаты Единой России в Государственной Думе даже решили закон о патриотизме написать и принять. Они его уже внесли в Госдуму и даже практически приняли, но тут вмешались злые силы. Правительство Российской Федерации вдруг дало отрицательное заключение. А каждый раз, когда злые силы мешают Единой России, где-то радуется и смеется маленький справедливорос. В этот раз этим справедливоросом был депутат от Якутии Федот Тумусов.
Я считаю, что власти, и нам, Думе в частности, не нужно пытаться заменить семью. Семья — это главное, что есть в России, и пытаться отнять ее полномочия, подменить их, совершенно неправильно. Папа и мама, бабушка и дедушка куда лучше воспитают своего ребенка патриотом, чем вся единая Россия вместе взятая. Законы же должны улучшать жизнь людей, а не плодить новые отчеты и бюрократию, к которым бы этот в итоге только и привел. Вот что он несет? Что он несет? Семенович, что ты несешь? Вот посмотри, дедушка и бабушка, папа и мама Навального, кого воспитали из ребенка без помощи государства? Страшно сказать, Навального. А был бы закон о патриотизме, было бы вмешательство государства, у них бы получился какой-нибудь Милонов. И вместо того, чтобы Путина ругать, они бы сейчас вдвоем по Москве за геями гонялись. Кстати, о геях. А тут такой казус вышел. Наш депутат Алтумен, лидер регионального отделения справедливой партии ЛДПР, Гаврил Парахин, вынужден оправдываться за своего босса Владимира Вольфовича Жириновского в связи с гей-скандалом. Ну, так получилось, что какой-то журналист обвинил Владимира Вольфовича в том, что тот его якобы домагивался. Думаю, что журналист решил попиариться за счет значимой фигуры. Я с Владимиром Вольфовичем знаком уже 7 лет. Мы раз 20 уже встречались один на один, и ничего такого не было. Где встречались? Ну, в ресторанах, разных местах. Нет, никаких мальчиков, никаких подвохов. Не знаю, будет ли Жириновский это комментировать и стоит ли. Сегодня, кстати, я с ним созвонюсь. Мы с вами не знаем, что именно сказал Владимир Жириновский Гаврилу Парахину, когда они наконец созвонились. Но после 20 встреч один на один в ресторанах и прочих местах кто-то должен сделать первый шаг. Не. Я про другое. Я про то, чтобы вызвать девчонок, например, а не то, что вы подумали. Потому что Парахин-то он точно не такой. Ну, сами вспомните, в самом первом выпуске, в пилотном выпуске «Говорящих голов» мы разбирали его реплику, адресованную нашему уфологу. Ну, в смысле, Евгении Исаевне. Помните, как она звучала? Ребят, включите, пожалуйста. Были бы вы, Евгения Исаевна, помоложе, да в другом одеянии, я бы с вами по-другому разговаривал. Один на один. А потом я еще комментировал эту фразу, ну, вот таким образом. Но, знаете, я вдумался в его слова еще раз, и Гаврил Парахин не высказал же сожаление, что его оппонент не мужчина. Он сказал, помоложе, в другом одеянии. Ох, шалунишка. Ну вот видите. Всем любви. Это были «Говорящие головы». Меня зовут Виталий Обедин. Я надеюсь, увидимся на следующей неделе. Пока.